Престольный праздник Святого Николая начинается с молитвы. Его почитают не только в России, но и в других странах. По преданию, он с раннего детства вел аскетический образ жизни. Епископ из Византии запомнился людям своими поступками и добротой. С глубоким уважением к нему относятся и мусульмане Турции. Демр называется это место, и те даже мусульмане, которые живут в этих поселениях, которые находятся рядом, они, когда православные паломники говорят, что это наш святой, вот мы приехали к нему, то они обижаются, местные жители, говорят, как это ваш, говорят, мы здесь живем, говорят, мы его также почитаем. После молитвы верующие садятся за праздничный стол. Сегодня здесь священники и представители православного казачества не только из Чечни, но и Дагестана, Северной Осетии и Ставропольского края. Для гостей подготовили концертную программу. Юные таланты показали театральные сценки, спели частушки и песни. Не остались в стороне и взрослые. На аплодисменты зрители не скупились. После каждого номера можно было услышать выкрики «Люба». Этим казаки выражают свое настроение. Мы самые близкие, наверное, к Чечне, Дагестан. Поэтому мы стараемся всегда поддерживать друг друга. Они приезжают к нам на любые наши мероприятия. И мы во всех мероприятиях, которые проводятся в станицах, даже в Грозном, когда вот было мероприятие, мы, естественно, постоянно находимся рядом. Единение – это, наверное, самое главное, что у нас есть, независимо от нации, вероисповедания, станет единая нация, которая достойным государством представлена будет на всех международных уровнях. Поздравить православных казаков приехал и министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, который призвал присутствующих к единству. Если говорить о сегодняшнем празднике, о престольном празднике святителя Николая, в принципе, я станицу знаю давно. Я практически, можно сказать, здесь вырос. Эти станичники всегда уважали, чтили все традиции, обычаи своего народа, и казаческие традиции православия. Нам надо сконсолидироваться вокруг своего руководства, в общем, вокруг Владимира Владимировича Путина. Это тяжело, и мы должны стать частью защиты нашего Отечества. День памяти святителя Николая – это международный христианский праздник. Он объединяет народы и страны в стремлении к распространению добра во всем мире. Сайхан Сенсаев, Муслим Типаев. Новости.